Прямо за этим круглым столом одна из самых больших трагедий в истории осетинского народа. Ровно в эти дни, 105 лет назад, гвардейцами грузинского меньшевистского правительства большая часть Южной Осетии была предана огню, разрушена, разорена. Более 5000 человек было вырезано. Массовый исход мирного населения по заснеженным перевалам на север Осетии – это еще более 15 000 жертв. Все это однозначно подпадает под определение геноцида, данное соответствующей конвенции ООН. Непризнание геноцида опасно. В апреле этого года скорбная дата в истории Армении. 110 лет начала геноцида армян. Исторической науке известно, как Гитлер вдохновлял своих генералов и офицеров на подвиги во имя человечества против человечности и убеждал их в безнаказанности словами. Ведь кто помнит сейчас резню армян? Замалчивание геноцида опасно и влечет за собой еще более кровавый геноцид, свидетельствует тому новейшая история нашей Родины. Мы не имеем морального права молчать о преступлении, которому 105 лет, но которое не имеет срока давности. Слово предоставляется вступительное ТД Вадиму Бутазовичу, ректору университета, профессору. Дело в том, что пусть никого не успокаивают какие-то допустим, успокаивающие слова с той же грузинской стороны, что это не повторится, что они смотрят к нам как глазами братского народа. Это все, я скажу жаргонно, прошу меня за это простить, это все бла-бла-бла. Дело в том, что я восторгаюсь Советским Союзом, но единственная ошибка Советского Союза того времени была, когда нас включили в Республику Грузия, как автономную область. Это была большая ошибка, которая была допущена Советским Союзом. Я понимаю, что под благим предлогом, чтобы потом Советский Союз был, скажем так, гарантом безопасности для всего юго-осетинского народа. Но как потом случился 1989 год, когда еще Советский Союз не распался, то почему-то Советский Союз тогда не стал абсолютным гарантом нашей безопасности. Все-таки пролилась кровь, и потом уже, да, пошли уже другие процессы. И, конечно же, потом в итоге и со стороны России, это уже 26 августа 2008 года, и все это время именно юго-осетинский народ отстоял и свою свободу, свою независимость, и самое главное, право на жизнь. И здесь нам надо сегодня тоже смотреть именно в ту сторону, чтобы ни в коем случае ситуация не повторилась. Это будет только лишь тогда, когда Россия будет оставаться сильной державой, и, конечно же, непосредственно и нашей поддержкой. Потому как я был в Донецке, вернулся вчера, и там тоже ситуация такая еще не совсем, скажем так, благоприятная. Мы знаем, что еще не вся территория Донецкой Народной Республики освобождена. Но я уверен, что в ближайшее время специальная военная операция закончится и закончится с нашей победой. И мы должны все-таки укрепить свои позиции. И, безусловно, мы будем говорить и в ту сторону, чтобы и Российская Федерация в дальнейшем вернула свои позиции мировой державы, и чтобы весь мир знал, что сила Южной Осетии в единстве с Российской Федерацией. Здесь я хочу еще подчеркнуть, что такого рода мероприятия у нас проходят в Юго-Осетинском университете регулярно. Это касается и столетия геноцида осетинского народа. Мы проводили тогда тоже масштабные мероприятия. В этом году мы празднуем 80-летие со дня победы над фашизмом. Буквально в субботу мы проводим также масштабное мероприятие уже силами молодежи. Это касается 85-летия, а именно со дня начала Великой Отечественной войны. У них будет у ребят акция памяти. Называется это мероприятие «Свеча памяти». Я к тому это говорю, что мы уделяем этим датам, этим событиям большое внимание. Ну а в целом я хочу отметить, тут сидят и проректор по научной деятельности, и начальник отдела науки, и наши ведущие ученые, что уже в университете, можно сказать, каждую неделю проходят научно-практические мероприятия по всем направлениям. Я не могу не высказать слова благодарности в адрес руководства республики. Сегодня фактически представлены все ветви власти. От имени президента, советник президента Батар Абдулларович Бегизов. Парламент представляет сегодня первый вице-спикер парламента Азита Григорьевна Бесаева.
вице-спикер парламента Таймураз Валерьевич Татаев. Здесь представлено и правительство, вице-премьер Алан Владимирович Джоев, который также оказывает постоянную поддержку нашему университету, как и президент и парламент. Я просто одно хочу сказать, это радует, потому что вот такие важные мероприятия, когда и сотрудники, и студенты видят присутствие ветвей власти на наших мероприятиях, это мобилизовывает общество и ведет к полному единению. Как всегда, я подчеркиваю внимание и большую помощь со стороны посольства Российской Федерации Республики Южная Осетия. Марат Минюрович Кулахметович, я буду говорить о тех проектах, которые на сегодня уже свершились, состоялись. Здесь и создание Русского центра фонда «Русский мир» при университете и многие-многие другие проекты, которые именно состоялись при непосредственной поддержке посольства Российской Федерации Республики Южная Осетия. Ну и, безусловно, немалая поддержка, которая есть в сторону университета и от представительства Россотрудничества Республики Южная Осетия. Ну, а также здесь представители братских народов Абхазии и Приднестровья. Всем огромную я хочу высказать благодарность. Ну и напоследок своего вступительного слова я хочу отметить, что университет дальше будет делать все возможное, чтобы позиции осетинского мира, популяризация осетинского языка, великой осетинской культуры приумножалась, чтобы она была всегда на слуху. Это мы как бы гарантируем. Точно так же, как будем популяризировать и в дальнейшем великую русскую культуру. Для этого у нас есть все возможности, а все, кто сегодня приняли участие на нашем, принимают участие на нашем мероприятии, всем еще раз спасибо, что и нашли время и провели вот такую активность. Спасибо. Уважаемые участники круглого стола, деятели науки и культуры, представители общественности. 105-я годовщина геноцида осетинского народа – это не просто историческая дата. Она является открытой кровоточащей раной в сердце каждого осетина. В 1920 году Южная Осетия стала ареной чудовищной трагедии. Десятки тысяч невинных людей были уничтожены грузинскими меньшевиками, стремившиеся стереть с лица земли не только осетин, но и саму память о них. Геноцид 1920 года оставил неизгладимый след в истории осетинского народа. Разрушенные села, сожженные дома, массовые расстрелы и изгнания десятков тысяч людей с родной земли — все это является свидетельством зверств, совершенных в отношении нашего народа. Это кровавое преступление стало не только физическим уничтожением народа, но и попыткой сломить его дух, лишить его исторической памяти и культурного наследия. Вооруженные отряды грузинских меньшевиков, вошедшие в Южную Осетию, проводили политику систематического террора и уничтожения осетинского населения. Массовые убийства, грабежи и вытеснение людей из исторической родины — вот лишь некоторые примеры злодеяний, совершенных в тот период. Очевидцы свидетельствуют о жестоких расправах над мирными жителями, включая женщин, стариков и детей. Масштаб трагедии велик. Даже самые консервативные оценки говорят о десятках тысяч погибших. Последствия геноцида 1920 года оказали глубокое и долгосрочное влияние на демографическую ситуацию Южной Осетии, а также на отношения между осетинскими и грузинскими народами. Объективное исследование событий 1920 года необходимо для понимания сложных процессов, формировавших нашу страну в последующие годы, и для предотвращения подобных трагедий в будущем. Важно помнить о жертвах и осудить любые попытки оправдания насилия и этнической чистки. События 1920 года остаются предметом ожесточенных споров и различных интерпретаций. Грузинская сторона, как правило, отрицает факт геноцида, представляя события как подавление большевистского восстания, в ходе которого были допущены отдельные эксцессы. Однако многочисленные свидетельства, архивные документы и исторические исследования указывают на систематический характер насилия, направленного именно против осетинского населения. Историки и исследователи продолжают работать над восстановлением полной картины преступления,
выявляя имена жертв и документируя зверства, совершенные в отношении осетинского народа. Это кропотливая работа, требующая доступа к архивам, проведения полевых исследований и анализа свидетельств очевидцев. Геноцид 1920 года является не только трагедией осетинского народа, но и предостережением для всего мирового сообщества. Он напоминает о необходимости борьбы с этнической ненавистью, нетерпимостью и любыми формами дискриминации, является кровавой меткой, оставленной в судьбе целого народа. Это была не просто резня, а планомерное уничтожение, попытка сломить дух народа, лишить его идентичности, культуры и будущего. Память о жертвах кровавого террора 1920 года должна служить стимулом для укрепления мира, взаимопонимания и уважения между народами. Признание и осуждение геноцида 1920 года имеет важное значение для построения доверительных отношений и является необходимым шагом на пути к стабильности в регионе. Игнорирование этого страшного преступления лишь увековечивает конфликт и создает почву для новых проявлений насилия. В этот день мы не только скорбим о погибших, но и чтим память тех, кто выжил, тех, кто, несмотря на ужас, сумел сохранить веру в будущее и передать эту веру следующим поколениям. Мы помним тех, кто боролся за свободу и независимость Осетии, кто отстоял право осетинского народа на самоопределение. Сегодня, спустя 105 лет, осетинский народ продолжает строить свое будущее. Опираясь на уроки истории, мы помним о трагедии 1920 года и делаем все возможное, чтобы подобные события никогда не повторились. Мы стремимся к миру и стабильности в регионе, к укреплению дружественных отношений с соседними народами, к сохранению своей культуры и идентичности. Память о жертвах геноцида – это наш долг перед прошлым и наша ответственность перед будущим. Президент Республики Южная Осетия Камлоев Алан Эдуардович. Уважаемые участники круглого стола, во-первых, хотел передать всем слова приветствия от чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Республике Южная Осетия Ахмеда Марата Мировича и пожелать плодотворной научной работы участникам этого мероприятия. Со своей стороны хотел бы отметить бережное и чуткое отношение юго-осетинского общества к своей истории. Достаточно вспомнить, Вадим Батазович упомянул, целая серия была круглых столов, посвященных Великой Отечественной войне, как изучению проблемы в целом, так и именно участию юго-осетинских представителей в этой кровавой битве, в которой мы победили. И дорогого стоит, что и события далеких дней, которых отделяет нас более 100 лет, тоже являются предметом научного изыскания, научного спора, потому что трагические события, которые были вообще на всем Кавказе и вообще во всей России после Октябрьской революции, период гражданской войны, они нуждаются еще в своем тщательном, кропотливом исследовании, в том числе и части Южной Осетии. Поэтому я желаю всем участникам круглого стола плодотворной научной работы, чтобы это мероприятие послужило новым импульсом, новым стартом в дальнейшем исследовании. Спасибо большое. Na uniwersytecie rektorodem Uniwersytetu Kuklariogodem obudnem. Tembel będzie felgerdi kertüm rukutuyt. Hay oxşdiok diyemay fedel bire najulcunem ve rozmederin zoxtuy oş bunanyane Sonya getir hayder naginoci do sedafunjos tesi xardi unsadır der biraz o şidis Örmezden işlerden efendi vecizat çelmeyne nisacı of emami işçi berdate. Sajamoz mohay kemeyfe varuxe ve nixs gıst verfentav. O maşını son kenenç oşraqate kurt adam kurt noci ofte namili nivegis. Ruh kenem borem tengbirem. İyi xotne borem emetone истории و درفستم روز داخل باید آخم شاکم کشتنن زغم باید آنج رادون خود
neoftegen, negenen, neder ruhkenen, me neder boren. Szerzemos firuhkuttom, me festemes felhoptist nacionalizme, Vicenteder, stojamos tekerun, nevezemos rojdion, festeder to duemi szyperemos der, duemi nestemos der, jó udövője vidyur meg intervjús helyi zohtozakja. Dőlemos rojgurdis lepu, me szypuremos teheste femordis. Wy mestvetne, ödiszen, derovtek, ödnocjovtek, idzilnek ochokoszlem vojdem. Neghestroszem, to na nocy chodzimy, vertesknek wejdoć. Sztorpegogen. Szmefendezegen, obun, wegdziega nosze dymoilka, feldarzurun, Ermest Respublika, midegne Respublika, felgette nejfele etteme, hassen osedimo. En daarodan tenen zonen kennen, Sztorpegogen, mene osedin befindjerodion zochtom, zagja rajdzie nesonkutuj, sumkhek de genocide, Sadada sozabundar. Udona feldarzurunç, goftunia zonen çerçigen somihek de genocid şöyle dis mohan Sztorpegogen nabun Mizdachen nau. Ömegeszke vecsigen vuduraj fodegeder, zonadeder, ajvadeder, felderka arhajnuel semej, ajvadölteder, zonadölteder, na istori, na ivholt hadjekhenem Respublikan dia ender adamfelhoztart meder. Abun vecsigen mohani szívfándok, ne forst meis störvereszti, نسخكتن فقوما نكسدر فلكرتنا نفلكرت أفتاخر كانم أما زونوي جيست كوش ش إيديولوجيسني ش سنوديس يفرد در نرتك در أما نايف جفتجان وجينيس فيدان در فقوغان ويروح كانن نخا узнак выпатан در ночдар خод. Я рада приветствовать сегодня всех участников круглого стола. Геноцида осетинского народа — это действительно значимая для Южной Осетии, потому что это трагические события, которые всю историю, наверное, нас сопровождают. Мы не имеем права забывать об этом. Я хочу сказать слова благодарности Вадиму Батазовичу, потому что вы стали площадкой рассмотрения очень важных вопросов, государственных вопросов Южной Осетии. Вы собираете научных деятелей, общественных деятелей, чиновников. Но это очень важно и значимо для нас, потому что мы должны обсуждать, мы должны решать, мы должны принимать решения по всем этим вопросам, потому что, как мы уже услышали от многих выступающих, вопрос геноцида, он еще не завершен. Мы и правовую точку зрения должны обеспечить, и политическую оценку всех этих событий. Она должна быть дана и доведена до, как говорится, до конца. Спасибо вам огромное, потому что я еще раз хочу сказать, мы провели конференцию сохранения исторической памяти по 70-летию Великой Отечественной войны. Это тоже важная составляющая нашей истории, общей истории. Это значимо, и сегодня наша задача действительно сохранить ее историю, защитить ее от того, чтобы ее не меняли, не фальсифицировали данные, и передать ее младшему поколению. Это, наверное, очень важная и главная задача для нас всех. Но перейду к своему выступлению. Вкратце я изложу суть именно политико-правовой стороны этих событий. История Южной Осетии как этнографической единицы насчитывает более 2000 лет. Данные античных, древнегрузинских, древнеармянских источников однозначно свидетельствуют об осетинской принадлежности древнего и средневекового населения южных склонов Центрального Кавказа. На протяжении своей многовековой истории Южная Осетия большей частью была независима от внешнего господства, хотя не раз подвергалась вторжениям со стороны кавказских восточно-грузинских правителей. После распада Российской империи Грузия 26 мая 1918 года провозгласила свою независимость и сразу же предъявила претензии на Южную Осетию. К этому времени в Южной Осетии начал функционировать легитимно избранный Национальный совет. Первый съезд, который состоялся в июне 1917 году в поселке Зал.
Национальный совет Южной Осетии, состоявший из представителей различных политических направлений, в своем постановлении по национальному вопросу высказался за предоставление южным осетинам права свободного самоопределения. С этого времени меньшевистская Грузия ведет курс на вооруженное подавление любых попыток южных осетин к этнической самоидентификации и политическому самоопределению. В ответ на агрессивные действия меньшевистского руководства летом 1920 года началось вооруженное сопротивление южных осетин за национальное самоопределение. Грузинская пресса работала на идеологическое обеспечение поддержки широкими общественными массами репрессий против осетин. Демократическое, в кавычках, правительство выпустило обращение к грузинским воинам-защитникам родного очага, где призывало не щадить изменников, ядовитых змей с их детенышами, которые должны быть уничтожены. Этого требует благоденствие грузинского народа. Твердая воля всего грузинского народа и непреклонное решение этого правительства железной метлой очистить и вымести гнезда измены раскаленным железом и удалить с нашего национального тела гнойники и нарывы, которые угрожают всему организму отравлением и гибелью. Так писалось в их газете. Действительно проводилась соответствующая пропаганда. В 2020 году начальник грузинской карательной экспедиции полковник Чхеидзе спросил разрешения грузинского правительства сжечь села Южной Осетии. Начиная с 17 июня 2020 года грузинские войска огнем и мечом прошли по всей Южной Осетии. Практически все села Южной Осетии были сожжены и разорены. Масса осетинского населения, в основном женщины, дети, старики, подверглись резне. Один из руководителей грузинских войск, Валико Джугели, красочно описывал уничтожение грузинскими войсками мирных сел Южной Осетии. Деревни здесь расположены на больших высотах. Очевидно, осетины вообразили, что они вне предела нашей досягаемости. Но теперь всюду огни, горят и горят, зловещие огни. А мы видим, что сами грузинские представители пишут о тех зверствах, которые были совершены в отношении нашего народа. Очень важно отметить, что по общепринятым, наверное, международным нормам истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение этих групп, равно как и меры по предотвращению деторождения в их среде, считается одним из тяжчайших преступлений против человечества и квалифицируется как геноцид. В данном случае мы имеем факты целенаправленного истребления народа Южной Осетии правительством Грузии, имевшие самые негативные последствия для осетин Южной Осетии. Картина жесточайшей нацистской расправы над бедным крестьянством Осетии ужасает даже в тяжелое, полное трагедии и страданий время первых лет революционных процессов. То, что произошло в Южной Осетии, не поддается человеческому осмыслению. По всем принятым международным правовым актам поголовное истребление осетин, зверские методы уничтожения женщин, детей, стариков, грабежи и насилие, захват имущества, уничтожение посевов, приведение масс к голоду, эпидемиям, как уже было сказано, тиф, холера, массовое заселение осетинских сел переселенцами грузинами из горных и других районов республики есть не что иное, как геноцид. Массовые убийства осетин грузинскими войсками и гибель людей в 1920 году явились прямым следствием умышленных действий власти Грузии, направленных на массовое физическое истребление части осетинского народа и этническую чистку территории Южной Осетии. События 1920 года не получили надлежащей оценки, а организаторы и исполнители преступлений геноцида в отношении осетин не были привлечены к ответственности. Соответственно, в дальнейшем грузинские власти проводили курс на национальное подавление Южной Осетии с целью грузинизации ее территории. И мы знаем, что в новейшее время попытки геноцида, они также повторились в 89-92 годы, 2004 перманентная война, 2006 и, конечно, 2008 год. Наверное, надо сказать и отдать должное всем нашим защитникам,
в том числе и Российской Федерации, которые не допустили уничтожения осетинского народа. Геноцид 1920 года останется кровоточащей раной для национального сознания. Широкие признания факта геноцида, перспективы со стороны Грузии стало бы не только актом восстановления исторической справедливости, но и действенным сдерживающим фактором для новых проявлений вооруженной агрессии со стороны Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии. Это очень тяжелые и сложные годы в период Осетии начала 20 века. Но мы часто говорим и перечисляем о ходе событий, в том числе и, скажем, в каждой семье остались такие свидетели, были такие свидетели. В моей семье тоже были свидетели. И вот в документальном фильме практически идентичный пример, который был рассказан моей прабабушки Кабисовой Анны Баировны, также родилась дочь на перевале, и она была вынуждена ее оставить, но люди, которые шли за ней, значит, села Чесенского ущелья, они не разрешили ей все-таки бросать, потому что была зима, был холод, как правильно было сказано, тиф, холера, в общем, все. И они забрали эту девочку, она выросла, но очень долго не прожила. То есть я помню это из рассказов своей бабушки, которая часто рассказывала о том, что эта тема была очень тяжелая, потому что количество беженцев, оказавшихся на севере, было огромное. Вот сейчас Гацель Гаврил сказал о потере 3-4% населения, а я вам скажу, что было больше потеряно. Было потеряно около 40% населения Южной Осетии. Я сейчас доклад не буду читать, но скажу несколько цифр, что в принципе проследить социально-демографическую тенденцию уменьшения населения южной части Осетии того времени можно. Взять перепись населения 17 года Российской империи и взять первую перепись всесоюзную 1923 года. Вот если в 17 году численность осетин была 79 тысяч человек, то в 23 году эта численность была всего лишь 50 с лишним тысяч человек. То есть 27 тысяч человек это те, которые остались на севере и образовали новое поселение, как мы знаем, Ног-Ир, и те, которые погибли. Но представить время, когда была вся территория сожжена, и вернуться туда в 20-е годы, в 22-м году, как вы знаете, объявить советскую власть, это было вообще просто уникальным. И события, которые произошли в Бургустане, вот сейчас было сказано, да, тоже стоит этот памятник в селении Бургустан Ставропольского края. Они его поставили сами, местные жители, я его видел. Там так и написано на памятнике: 2-й Юго-Остинской бригаде, героически сражавшейся за советскую власть, которая вся погибла там, практически вся. Вот, и спрашивается, каким образом в 20-х годах из беженцев сложили еще одну бригаду и отправили ее на поезде сражаться за защиту и установление советской власти. Некоторые историки не придают значению смысла и проблемы этого осуществленного геноцида. Но если мы немножечко посмотрим и проследим за 100 лет, какие события произошли, то становится все очевидно. Когда в 17 году, как вы знаете, Россия была вынуждена выйти из полей Первой мировой войны, и в 18 году, когда была подписана Версальско-Вашингтонская система, как вы знаете, наши соседи, так называемые, сразу, одни из самых первых объявили свою независимость и выхода из состава Российской империи, тогда как в Осетии не поддержали, а наоборот, изъявили желание остаться в составе Российской империи, а уже в последующем Советского Союза. А разве не такие же параллели произошли в конце 80-го года, когда точно так же бежали из этого огромного корабля предатели, объявляв свою независимость и выход из состава Советского Союза? В Осетии опять был проведен референдум, и мы подтвердили свою историческую привязанность, дружбу и все прочее с Российской Федерацией, Советским Союзом. И был осуществлен еще один геноцид в конце 80-х, начало 90-х годов, как вы знаете. То есть это все предпосылки того, что наши соседи
на протяжении 100 лет проводили не только физический геноцид, но и социально-культурный геноцид, мы же помним. А разве не те участники событий геноцида 20-го года в 1937 годах были расстреляны и осуждены? Все до единого, кто участвовал в переходе через главный Кавказский хребет. То есть геноцид мы рассматриваем и ставим на правовую оценку. Физическое уничтожение. Физическое и было уничтожение. Но в нескольких, скажем, параллелях можно увидеть и другой социально-культурной дискриминации, геноцид. Поэтому я не буду читать доклад и не буду, скорее всего, еще добавлять к вышесказанному, но я вижу, что в нашем университете часто проходят различного рода круглые столы, посвященные 80-летию, вот недавно, как правильно было сказано. Это очень нужно. Самая главная наша задача – это пронести эту историческую память. Пронести нашему поколению, которое мы обучаем здесь, в нашем единственном Юго-Осетинском государственном университете, рассказывая на своих лекциях. У нас есть целая дисциплина, которая была введена совсем недавно, история Осетии, сразу с первого курса по 3-й курс, где рассказывается древний мир, средние века и новое и новейшее время. Как раз таки новое и новейшее время, где уместилось такое огромное количество и трагедий, и побед, вы знаете, были, конечно, и будут. То есть эта вся история мы преподаем и будем преподавать в нашем вузе. И я думаю, что именно эта историческая память и главным является. Я бы хотел еще подчеркнуть, что вот одно из самых впечатляющих, которых я увидел последние годы, это, конечно, театр наш, который поставил вот эту постановку «Последний свидетель», да, которую нужно показывать за пределами, перевести его на иностранные языки. Пусть посмотрят. Там долго, 2,5 часа, да даже 3 часа, но ничего страшного, они увидят, как и каким образом выживал народ Осетии в начале 20 века. И последнее, хочу закончить тем, что, наверное, может быть, каждый круглый стол подразумевает, наверное, какое-то резюме или, может быть, какое-то предложение. Вы знаете, мое предложение, что, вы знаете, большое количество беженцев, которые шли, вот показано было, как они идут через горы. Может быть, стоило нам установить памятник таким при переходе главного Кавказского хребта, может быть, где-нибудь в Ровском ущелье, я не знаю, лучше, наверное, знают специалисты, где вот в дату, эту дату, которую мы вот сегодня отмечаем, можно было бы возложить цветы, потому что, знаете, мне представляется вот эта экспозиция, конечно, есть очень много других картин Григория Кутаева, где идут наши партизаны, где идут за ними вереница детей, стариков. Вот Зарская трагедия очень ярко характеризует вот эту боль. А это такая же боль была еще сильнее в 2020 году. И мне кажется, стоило бы обратиться к руководству, чтобы вот такой памятник, может быть, совместными усилиями мы установили где-то, вот мне представляется, вот в этих ущельях, о которых говорил Гацель Гаврилович, где в основном и происходил вот этот самый эпицентр сожжения всех осетинских сел. Спасибо. Национально-освободительное движение в Южной Осетии, в полном смысле этого слова, начинается после февраля 1917 года, когда здесь появляются партийно-политические объединения меньшевиков, эсеров, большевиков, которые впервые поставили вопрос о национальном самоопределении края. Из них именно большевики стали последовательными борцами за народное дело. И это тоже факт, который не требует доказательств. Третье. 105 лет отделяет нас от самого величественного, вместе с тем трагичного июньского восстания 1920 года. Но до сих пор историки и политологи не могут прийти к единому мнению о том, почему Южная Осетия тогда втянулась в этот неравный, заведомо проигрышный бой с кровожадным противником. Утверждение о том, что высшее руководство Советской России в лице Сталина и Орджоникидзе сознательно вовлекло осетинский народ в кровавую бойню, являются несостоятельными. Сталин еще в начале мая в телефонном разговоре советовал Орджоникидзе убедить повстанцев, а речь шла об осетинах, не торопиться
с выступлением и сохранить свои силы для ближайшего будущего. Орджоникидзе, как верный исполнитель директив партийной верхушки, доложил: ваше приказание будет исполнено с точностью. По его приказу с целью предотвращения самовольного выдвижения Юго-Осетинской бригады у них было отобрано 40 станковых пулеметов. Все архивные источники, воспоминания партийных функционеров, красных командиров и рядовых бойцов свидетельствуют о том, что выступление носило стихийный характер, и неуправляемые процессы привели к трагической развязке. В итоге геноцида, осуществленного грузинскими захватчиками, была истреблена почти третья часть осетинского населения края. Спаслись от государственного террора, и через перевалы на Северный Кавказ перешло 50 тысяч беженцев. Свыше 100 осетинских селений, в которых в некоторых деревнях было все население выразано, в том числе старики, женщины, дети. Современные грузинские историки живо утверждают, что южным осетинам была выплачена компенсация. До какого цинизма можно дойти, чтобы мерить жизни, десятки тысяч загубленных жизней материальным вознаграждением? Четвертое. Мало внимания уделяется в исторической литературе геноциду осетин самой в Грузии. А ведь там проживало больше представителей нашего народа, чем в самой Южной Осетии. Геноцидальные явления в новоявленной республике происходили открыто, нагло, при поддержке меньшевистского правительства и почти всех политических партий. Если южные осетины, как могли, отчаянно защищались с оружием в руках, то эти люди обречены были на гибель или издевательство. Потеряв веру в элементарную справедливость и сострадание со стороны государства, гражданами которого они считались, рабочие города Тбилиси просили, чтобы, цитата, «осетинам вообще, и нам в частности, даны были срок и возможность совершить выселение без особой спешки и потрясений». При этом центральным властям предлагалось создать переселенческое бюро по планомерному осуществлению этого преступного акта. Еще более зверски обращались с осетинским населением в сельских местностях Грузии, где националисты чинили полный произвол. До сих пор неизвестно, какое число осетин было убито, замучено, искалечено, обобрано, изгнано с этих территорий. Геноцид чизоне кудайфс самофтамай намохам карзнакас фала Ирона бензаг бенескот Ирона тхшинзертаст нафолтур базади юхабар цбертсах сабаку ты цбертам кагуст мабуна бундар саномел бенесафест сарсята дар нертеканк епосуи фала сарсят хайрмажта базади бената дарст археологон кахтадар едер куттагую یوال از راستی صداز کنسان کودتام هاسته نامون زینت تخی وقت خیسات باخ از کودتا چیلیگ نفسن پوخات کوستاین بس وورتز در باخ تا نیوگزل چیلیگ در نفستون سراز در باخ استون من نفستون هاو خیات چیستا مختاریا گالی هاو دون Mana Юнев dar sortu mazafesti провозглашение советской власти. Инер манамат ема куду геноцид all qavdar ya fadiqon vaqtasi all qavdar shtir xabar tarsidi falaz ru kovraistor mastaruit khay masent rumedis uxtar ya gadumedis haumedist revolutie sarlaktiv und tuchchikut takhati stause Удородест Абайт Владимир, Гаглойт Сергей, Затят Александр, Козат Раздем, Плит Арон, Санакот Владимир. Уи Саюми Ягрмаз, Фаласар Багудрастаджи, Эштердар Техма Фантакамауди, Удородест Санакот Владимир, Затят Александр, Плит Арон. Енер Эштабрдам Кяхастуй. Уи Savuzuragu, Ester, Politiku Farstu,
فلتویلیسا یخی ریوالیسانیر تا چی خود تا بالشویک تا چی خود تا هاودون در روح مسدسته مودون تاودست مصانیلیزی اما دیوداریانی یه در حوز خود تکتاییل در روج اما استودیت فستمه هاز فارس تمدار تو مقوس پوها دکوستا یا چیلیک فلسکیل در قاست خود لا نایر مجتا نه بازا در مجتا گرستم اینا من رفت بس یو خستی چی فلسفته دونه در نیچ شالیم یا راست اجه بونک فلستا بیجاتی چیرمن یا خدا گودی از ریوالیسیون خود تکتا اکتیو و نرخواد از خود تا یا بونک سغلی سارد ماخ هاوس دوگه چیرمن و چیرکای خوزدار اما قزنک در ارمک نای آبون بون یه روز تیم الفستوی قلات سوزر خو کوسوی تارسیم پلیت خاریتون نو فساد راست چیف استامان راجع در دلم تئاتر سین الورد سری فستا گردیسن بودون در فتساگر مجتلن سوی کننس مودو لیتراتور رو ناس مستودسته ما فنداخ هم تیما در گناسید تیما ایرو لیتراتورای فلنوش در زن روکو مستر خابرت سدیس تر نخست سدیس ماس دو ریوالیسیونیر دکاز گوته میدک بودون سدست یوستر قطاگیما سامای خوش ساری راستا اما گردستون میشوی گو خیس آدفسون فوا اما نه رالا گردوی وز خود تاج نخمه هاست ملک ایرانو دون مال غزون قدرت هودیست مساسای را خودودی بیجا چیرمن رایدایگیه نین راست دنو مرمانن نخیت اختفاق نیست سگات هیرست و نزخلتا دینی که این خبرتکاوت است می ماخمه نیف دله یه رام بیره خبرتا این در دل بگیری میتین کدودیستن در کتر خواست کود تاورس نومه گدیات سیکای لپونیکالا چیاری یفتادون خستم گست که ودی بورخیل اکسیند سغده گرست ساگ اکسیند امی خود توی گرست ایروست راست دوزرگه اما هاس خود تاجر فرد این خود توی خوب ساریستونه و در ریوالیسیون کرده ما کتری تر خود ساری راستا دی صافته نقن گرزستون نقاری وارد هیر راست دستنه نخمه ما کزن قوستر سیگونیر ما خدک زونو این نمازغزن انوی ما روکمس منشوی کنه فساد باسدی دو ناس فنداغل نباز دستاس کم تیسا وقتا بزد دور از آقای در فلتون الراخیزگی انخ مایوشتر خوخی خوینه نارجن خوخ ما هاوی سوپر رخست است من اصلا ودی دام سیخ سن و ایگنج تنخی سک هیزن قوم جیر تیتل حولت زوس خختلا کتوی مثلا نخیزن کتوی سالا گومه یه نروس لغد قطکتا وس فدابتا وس دیسکتا هیزن قوه داردل قطکتاسته ما هودونن ساسینتر سا کیا خواست وردمی در حال که من درم برس کندوم ما اداست در بناتودی فلدر راز بلند تسنودیست Тасагу вар навыди камыдестывы. 1920 год – это действительно живая память, об этом коллеги сказали. Я со своей стороны всего лишь на минутку тоже добавлю от фамилии Дзугаевых, как говорится. Моему отцу было 9 лет, когда они бежали из Дзумага. И он очень хорошо помнил это все. Иногда рассказывал, находясь в застолье с друзьями, писателями. Вернулись они на следующий год, когда, значит, вернулись. Этот Дзумаг был полностью сожжен, и первое время, месяцы, они жили в полусожженном хлеве в семье, пока наконец там что-то не начали отстраивать. Габила Дзугаев, брат моего деда Хасаку, он был здоровенным мужиком и пулеметчиком был в отряде Матеса Накоева. И когда, значит, огромная масса беженцев начала переправляться через Пацу, спасаясь от неминуемой гибели, то по приказу Мате именно Габила Дзугаев, он таскал на себе пулемет Максим станковый, настолько был сильный мужик. Ну, там, где его невозможно было, значит, ездить. Последними очередями, последними лентами отстреливался, прикрывая отход и спас тысячи жизней, о чем тоже сохранились свидетельские воспоминания.
Наконец, не могу не упомянуть женщину Дзугаеву. К сожалению, ее имени, значит, это мне рассказала Диана Ахсаровна, нашего друга закона, дочка, за что я глубоко благодарен. Здесь ее сейчас нет, по-моему. Вот она рассказывала о том, что ее прабабка, значит, все время вспоминала вот эту свою маму Дзугаевскую. Когда они шли через перевал, то, ну, там, знаете, вот и гибли от холода, гибли от голода, и гибли, как здесь было сказано, от болезни. То есть вот дизентерия. А эта женщина была, как она вспоминает, всегда высокая, очень красивая. Вот запомнилась, да? Она уди ферваздони ронсовгойма. Вот классическое астинское воспитание. И она сказала своим, из дома насарная на бохащина, ношеница. И дочка поняла, что мама хочет, значит, что-то с собой сделать. И ночью, когда они спали, она, значит, вместе с ней легла и обняла ее за ноги, чтобы она никуда не ушла. Мать, чтобы дочка выспалась, значит, позволила ей ночью спать, но к утру покончила с собой, задушившись косами, собственными косами. Вот вам, казалось бы, вот одна из тех тысяч, десятков тысяч трагедий, которые с живую память, я еще раз повторяю, сохраняются в нашем народе. И спасибо всем тем, кто вот эти данные нам сегодня тоже собрал и показал. Это глухое горное село, сожгли начисто. И так везде. Цель моего доклада была осветить механизмы переквалификации грузино-астинского конфликта в грузино-российский и политико-правовое обоснование ответственности Грузии за нарушение национального суверенитета астинского народа и территориальной целостности России в 1922 году. Не буду останавливаться на том, что по факту переговорного процесса в 1774 году мы входим в состав России. Не буду останавливаться на том, что после февральской революции Россия меняет свой вектор развития, она провозглашается республикой. И 2 ноября 1917 года ЦИК принял Декларацию прав трудящихся, в соответствии с которой Советская Российская Республика учреждалась на основе Свободного Союза наций как Федерация Советских Национальных Республик. Вместе с тем в декрете было указано, что каждая нация имеет право на самостоятельное решение, на полномочном каком-то органе, которое, вот по статусу которого они потом войдут в состав данной республики. Позиция Осетии была хорошо видна в протесте Астинского национального совета Верховному комиссару Антанты на Кавказе, американскому полковнику Гаскелю. Там значится, что политические цели астинского народа в высшей степени ясны, так как представители народа на всех своих съездах с первых же дней государственного переворота заявили одно и то же, что народ не мыслит ни своего существования, ни духовно-культурного развития вне России, что Осетия – неотъемлемая часть идейной Великой России. Позже, для того, чтобы власть Советов осуществилась на всей территории, единственное условие, которое должны были выполнить все народы, которые войдут в состав Советской Республики, это установление советизации. И тут мы показали, я бы сказала, чудеса героизма. И в 1918 году вся Осетия подтверждает наличие, точнее факт установления советской власти после мартовского восстания. Кстати, комендантом и начальником повстанцев на тот момент был Гаглоев Гутлен Несторович. После того, как произошел жесточайший, скажем так, факт геноцида астинского народа, вот данный вопрос, национальный вопрос, был приостановлен. И только осенью в 1920 году появилась возможность заново его проработать. Тогда, 21 октября 1920 года, Сталин прибывает во Владикавказ, а 27 октября под его руководством Пленум Кавказского бюро ЦК РКББ принимает постановление о горской автономии, в котором обозначилась форма будущего обустройства народов Кавказа в Горской республике.
На основании этого постановления 30 октября 1920 года на объединенном заседании окружных партийных комитетов Юга и Севера Осетии было принято решение о создании Осетинского комитета Кавказского бюро. На заседании Объединенного комитета было принято решение, что вся Осетия, состоящая из двух автономных областей, Северо-Осетинской и Юго-Осетинской, входит в состав Советской Горской Республики как отдельная и самостоятельная административно-территориальная единица. Это мы. 20 января 1921 года постановлением Всероссийского Центрального исполнительного комитета была утверждена Конституция Горской автономной Советской Социалистической Республики как составной части РСФСР. И вот в этой Конституции как раз таки прямо указано включение территории Осетии в состав КССР и преобразование ее в Осетинский округ. Согласно постановлению, точные границы должны были определиться совместными комиссиями российской, осетинской, грузинской. Таким образом, вопрос определения государственной границы между Осетией и Грузинской Демократической Республикой на тот момент после геноцида остался в воздухе. Из протокола заседания Осетинского комитета РКПБ от 25 февраля 1921 года подтверждается, что юг Осетии выделяется в автономную единицу, и власть на этой территории возлагается на советский орган Ревком. Но там же подтверждается, что она остается в составе Осетинского округа. Что происходит далее? В ответ Грузия издает приказ, как подтвердил Геви Романович и сказал Коста Георгиевич, на тот момент Кавказский краевой комитет возглавлял Орджоникидзе. И вот в 1921 году Ревком Грузии под председательством Орджоникидзе издает приказ о взятии всей полноты государственной власти на данной территории. Но тут происходит казус. Это беспрецедентный случай в истории, когда этот Ревком Грузии предъявил свои права или распространил свою юрисдикцию на территории Юга Осетии, таким образом вычленяя из состава Осетинского округа отдельную географическую единицу, обозначаемую ими как Юго-Осетинская автономная область. Моего бы доклада, если он будет напечатан, будет следовать, что РСФСР и СССР Грузия, на тот момент уже Советская Республика, были независимыми, суверенными государствами. Сам процесс раздела Осетии и Грузии в одностороннем порядке уже выходила за рамки статьи 49 Конституции РСФСР от 1918 года, и в соответствии с которой вопросы изменения границ и отчуждения территории РСФСР за названием Юго-Осетинская автономная область подлежат введению Всероссийского съезда Совета и Всероссийского Центрального исполнительного комитета Советов уже России. Более того, решение СССР Грузии является актом агрессии, и его необходимо рассматривать с точки зрения международного права в контексте международной правосубъектности РСФСР и ее территориальной целостности, так как этнический суверенитет осетинского народа де юре и де факто был на тот момент уже оформлен в единый федеративный суверенитет России. Спасибо за внимание. Вспоминая трагические события лета 1920 года в Южной Осетии и принятие к рассмотрению Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации обращения парламента Республики Южная Осетия с просьбой о признании геноцида южных осетин в 1920 году, вопрос данного исследования обретает дополнительную научно-теоретическую и практическую актуальность. Южные осетины накопили богатый опыт национально-освободительной борьбы, который прогнозируемо может вызвать вполне объяснимый интерес у современных народов, представителей национальных меньшинств ряд стран и регионов мира, в которых еще продолжают полыхать или тлеть очаги кровопролитных конфликтов. Как известно, Республика Южная Осетия в августе 2008 года обрела статус признанного независимого государства. Данное обстоятельство никак не должно придавать забвению тему исследования проблем геноцида южных осетин или отодвигать их на второй план. Напротив,
Обретение статуса международно признанного государства открывает перед учеными-теоретиками новые возможности в полный голос заявить о чинившемся на протяжении десятилетий фактическом терроре в отношении южной ветви остинского народа. Обращаясь непосредственно к анализу и обсуждению вопроса геноцида с правовой точки зрения, следует признать необходимым подробнее разъяснить само содержание термина «геноцид» на историческом уровне. Понятие геноцида в лексическом обороте стран и народов не существовало вплоть до 1944 года, то есть до того времени, пока известный в Польше ученый, правозащитник, юрист еврейского происхождения профессор Рафаэль Лемке не ввел его в логический оборот в качестве специального термина для обозначения преступных деяний, совершаемых одним государством или людьми по отношению к другим людям с целью их уничтожения по определенным признакам. Для обозначения таких злодеяний профессор Лемкин соединил греческое слово «генус», что в переводе на русский обозначает этническую группу людей, племя, род, этнос, с латинским «цеда», в дословном переводе «цедов», скорее всего, в дословном переводе на русский обозначающий «убивать». Сам автор термина «геноцид», эмигрировавший в 1941 году в США, мыслил его для обозначения координированного плана различных действий, направленных на уничтожение жизненно важных основ существования национальных групп и самих этих групп как таковых. Впервые же слово «геноцид» в официальных документах появилось в обвинительном акте Международного военного трибунала в Нюрнберге в октябре 1946 года. И то вскользь. Причем оно было применено не как правовое понятие, а в качестве термина описательного и то лишь в мотивировочной части приговора. 9 декабря 1948 года, пусть и по настоянию самого Лемкина, но Организация Объединенных Наций одобрила Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Этот важнейший документ признал геноцид преступлением, которое нарушает нормы международного права, и призвал государства, которые подписали Конвенцию, принимать жесткие меры по его предупреждению, вплоть до применения карательных мер за его совершение. Таким образом, геноцид был признан мировым сообществом как тягчайшее преступление. Это особо тяжкое преступление против человечества. Такая оценка вытекает из следующих основополагающих документов, принятых и признаваемых международным сообществом. Это резолюция за номером 260 Генеральной Ассамблеи ООН, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Принята 9 декабря 1948 года, вступила в законную силу 12 января 1951 года, а на территории бывшего СССР вступила в силу 1 августа 1954 года. И вторая резолюция 2391 Генеральной Ассамблеи ООН, Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, которая была принята 26 ноября 1968 года. Необходимо отметить, что данное социальное явление повторно коснулось Южной Осетии после распада СССР в декабре 1991 года. 26 апреля 2006 года парламент Республики Южная Осетия на основании Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, принятой указанной выше резолюцией, принял декларацию о геноциде южных осетин в 1989-1992 годах, в которой заявил, что в период с 1989 по 1992 годы в Южной Осетии и Грузии, потому что там тоже был геноцид в отношении проживающих осетин, был осуществлен геноцид остинского народа. Геноцид предусмотрен статьей 357 Уголовного кодекса Российской Федерации. Норма о геноциде, которая сформулирована на основе Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 года, в котором дополнительным объектом геноцида выступает жизнь, а также здоровье людей определенных групп. Объективная сторона данного преступления характеризуется действиями, направленными на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой и религиозной группы людей как таковой и выражающейся в применении одного или нескольких из следующих предусмотренных законом способов. Первое – это убийство членов этой группы. Второе – причинение тяжкого вреда здоровью. Третье – насильственное воспрепятствование деторождению. Четвертое – принудительная передача людей. Пятое – насильственное переселение. Шестое – иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. Геноцид является преступлением с усеченным составом. Комментируемое преступление следует считать оконченным уже в момент совершения действия, а не после их выполнения. Это к вопросу Беллы Бутазовне.
То есть в момент совершения уже преступление считается оконченным. И не обязательно какой-то количественный состав людей, которые, допустим, погибли. Четко это нигде не оговорено. А достаточно самого состава. То есть должен быть объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. А во всех этих случаях это налицо. Просто, да. И я просто в подтверждение ваших слов. Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой в виде прямого умысла. Неосторожность там не допускается. Обязательным признаком субъективной стороны преступления является цель его совершения. Полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Мотивы преступления могут быть различными. На квалификацию преступления совершенно не влияют, но подлежат учету только при назначении наказания. К ним можно отнести ненависть, месть, корысть или так далее. Субъект преступления общий, то есть любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, даже совершеннолетие там не требуется, то есть возраста уголовной ответственности. Вышеупомянутая конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 года специально подчеркивается, что лица, виновные в геноциде, подлежат наказанию независимо от того, являются ли они ответственными по Конституции правителями, должностными или частными лицами. Конвенция 1948 года впервые определила, что геноцид является международным преступлением, независимо от того, совершается он в мирное или военное время. Поэтому государства-участники конвенции обязуются принимать меры предупреждения и уголовно наказывать виновных в совершении геноцида, принять уголовные законы, предусматривающие эффективные меры наказания, судить обвиняемых компетентными судами, не квалифицировать геноцид как политическое преступление, это уголовное преступление, и не осуществлять экстрадицию виновных в геноциде. Обвиняемые в геноциде подвергаются суду того государства, на территории которого совершено преступление, или международному уголовному суду, юрисдикция которого признана участниками конвенции. В соответствии с конвенцией о неприменимости сроков давности, это единственное преступление, в принципе, срок давности везде есть, но геноцид, что время, независимо от того, прошло время или нет, должны быть привлечены. И вот в соответствии с конвенцией о неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года, геноцид является преступлением, на которое не распространяется срок давности привлечения к уголовной ответственности. Возвращаясь к истории Южной Осетии, рассматривая события 1920 года, 1989-1992 года, а также 2008 года, да и сегодняшний день по российскому законодательству, по международным нормам квалифицируется как геноцид. Осетия встретилась с большими трудностями. Геноцид против остинского народа – большой кровавый отпечаток в истории, в сердцах всего остинского народа. Сегодня совершенно справедливо можно утверждать, что признание Южной Осетии России – логическое завершение принуждения агрессора к миру и надежная гарантия неповторения геноцида южных осетин.